Здравствуйте! В эфире новости спорта, в студии Власий Сергеев. Российские керлингисты со счетом 7-8 уступили команде Швеции в четвертом матче предварительного раунда чемпионата мира. Соревнования проходят в канадском Калгари. В составе россиян выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалп и Данил Горячев. Это поражение стало первым для россиян на этом турнире. Ранее они выиграли у сборных Нидерландов, Южной Кореи и Китая. В следующем матче российские керлингисты встретятся с командой Германии. Московский ЦСКА на своем льду выиграл у петербургского СКА во втором матче полуфинальной серии плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2-0. Авторами заброшенных шайб стали Максим Шалунов и Константин Акулов. Московский клуб, который является действующим победителем Кубка Гагарина, повел в серии до 4 побед со счетом 2-0. В рамках регулярного чемпионата команды провели 4 встречи, в 3 из которых побеждал ЦСКА. Следующий матч полуфинальной серии пройдет завтра в Санкт-Петербурге. Шайба Александра Овечкина и Евгения Кузнецова помогли Вашингтону со счетом 5-4 обыграть Нью-Джерси в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ. В составе победителей помимо россиян взятие ворот провели Ти Джей Оши, Коннор Шири и Карл Хагелин. У хозяев льда дубль оформил Трэвис Зейджак. По разу отличились Евгений Шарангович и Еспер Брат. Отметим, что Овечкин помимо 2 голов на свой счет записал 2 ассиста. Вашингтон продолжает лидировать в таблице Восточного дивизиона, набрав 54 очка. Нью-Джерси идет на 7-й строке, имея в активе 32 пункта. В следующем матче Вашингтон сойдется с Айлендерс, а Нью-Джерси встретится с Баффало. Футболисты московского «Спартака» в гостях одержали победу над Ростовом в матче 24-го тура Тинькофф российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 3-2. В составе красно-белых 2 результативными ударами отметился Александр Соболев. Еще один мяч забил Виктор Мозес. У ростовчан гол на свой счет записал Георгий Махатадзе. Также мяч в свои ворота отправил защитник москвичей Павел Маслов. «Спартак» одержал 4-ю победу к ряду и занимает 2-е место в таблице чемпионата, набрав 47 очков. Ростов располагается на 8-й позиции, имея на счету 37 баллов. В следующем туре «Спартак» на выезде сыграет с «Локомотивом», а Ростов дома примет «Рубин». Перейдем к событиям нашего региона. Якутяне завоевали 5 медалей на первенстве Дальнего Востока по боксу. Турнир прошел в Улан-Удэ. Сборная республики записала на свой счет 1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые награды. На высшую ступень пьедестала взошел Талбан Егоров, выступавший в весовой категории до 49 килограммов. Обладателями серебряных медалей стали Игорь Федотов и Арчин Пустоляков. Третьи места заняли Саид Максимов и Илья Кудряшов. Отметим, что данные соревнования являлись отборочными на первенство страны. Завтра в Якутске стартуют чемпионаты и первенства России по кикбоксингу в разделе К1. Соревнования пройдут на арене Центра спортивной подготовки «Триумф». Ожидается, что медали будут оспаривать порядка 380 участников из 40 регионов страны. Сборную республики представят 23 взрослых спортсмена и 28 юношей. Программа первого соревновательного дня начнется в 12 часов. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы!